Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Число утонувших на водных объектах Якутии увеличилось до 28 человек. Служба спасения призывает якутян быть осторожными. В данный момент зарегистрировано у нас 28 человек, потерявшихся на воде. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно большая цифра для нашей республики. Водолазные поисковые работы ведутся в Намском районе, на протоке у Хамагатты, и в Среднеколымске. В Хамагатте потерялся подросток. Они переходили втроем через протоку, попали в яму, унесло. Двое выплыли, один потерялся. В Среднеколымске 2 человека там прыгали с моста. Не знаю по какой причине, но один не вынырнул. Но сейчас начинается настоящее лето. Всех прошло. Хотел бы обратиться с предупреждением жителям нашей республики, чтобы были осторожны на воде. Не купались в неположенных местах, незнакомых местах. Поэтому пожелал бы всем быть живыми, здоровыми, купаться в свое удовольствие, но по правилам. В Ленском районе под суд пойдет 18-летняя девушка, которая к своему совершеннолетию умудрилась пойти под статью сразу по 3 эпизодам. В конце января 2018 года обвиняемая тайно похитила велосипед стоимостью более 16 тысяч рублей, который находился в одном из подъездов дома поселка Витим. В феврале 2018 года в ночное время она проникла в один из ювелирных магазинов поселка Витим путем разбития оконного проема, после чего похитила сумму 49 тысяч рублей, причинив значительный материальный ущерб. В середине марта 2018 года она вновь посетила данный магазин, но уже в качестве фиктивного покупателя. В этот раз молодая девушка, воспользовавшись тем, что в один из моментов продавец за ней не наблюдает, похитила с витрины кольцо и золото 585 пробы стоимостью 5000 рублей, после чего скрылась с места происшествия. В Якутии выявлена незаконная добыча мамонтовой фауны. Инспекция охраны природы провела рейд на территории Ляховских островов. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Так, на острове Малый Ляховский были задержаны 4 гражданина, изъято 2 гладкоствольных ружья. На месте проверки была обнаружена мотопомпа для размывания почвы. Стоит отметить, что применение технических средств при добыче бивней мамонта и других останков мамонтовой фауны запрещено федеральным и региональными законодательствами. В Алекминском районе глава Наслега заплатила штраф за счет администрации. Глава Кячинского Наслега Алекминского района была оштрафована на 30 тысяч рублей за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям. Позднее проверка установила, что штраф оплачен за счет администрации поселения. Деньги вернули в бюджет. В отношении главы вынесено постановление о возбуждении административного дела о нецелевом использовании бюджетных средств. В исправительных учреждениях Якутии и следственном изоляторе в столице республики осужденным вручили аттестаты о общем среднем образовании и свидетельство о профессии рабочего. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Якутии, в этом году по школьной программе завершили обучение 119 осужденных. По программе начального профессионального образования 934. По окончании торжественных мероприятий сотрудники учреждений пожелали осужденным не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать полученные знания и навыки. 121 случай укуса клещей зарегистрирован в Якутии. Как сообщили в Роспотребнадзоре, людей кусали в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Алекминском, Горном, Сунтарском, Хангаласском районах и в городе Якутске. Отметим, что в начале месяца был зарегистрирован всего 31 случай. Однако заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано. Отметим, что в эпидсезон 2017 года в больнице с укусами обратилось 340 человек в 19 районах и городе Якутске. Самое большое количество обратившихся с укусами клеща граждан насчитывается в Ленском и Алданском районах. 30 сотовых телефонов похитила менеджер сотовой компании в столице республики. Злоумышленница совершала кражи с мая 2016 года до конца января 2017. Стоимость похищенного более 390 тысяч рублей. Телефоны женщина сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на собственные нужды. В ходе предварительного следствия обнаружено и изъято похищенное имущество на общую сумму около 200 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Можно ли вернуть природе былую первозданную чистоту? Можно и нужно, убеждены жители Алдана. Живописного озера в черте города давно нет, на его месте болотная топь.
и покрыто мусором. Однако в будущем пейзаж станет совсем другим. Продолжение темы в нашем сюжете. Те, кому за 20, хорошо помнят большое сверкающее гладью синевы озеро на окраине Алдана. Сегодня отдыхающих здесь не бывает. Водоем превратился в мутную зарастающую лужу. Котлован в бассейне реки Артасалы был вырыт несколько десятков лет назад при разработке дражного полигона. Долгое время искусственное озеро существовало словно само по себе. Заводи постепенно заиливались, дно не чистилось. Сегодня опасные топи, болотные заросли и прибрежные горы мусора никоим образом не наводят на воспоминания о том, что сравнительно недавно здесь купались и удили рыбу, в тени деревьев отдыхали семьи с детьми. Речь о воссоздании зоны отдыха зашла несколько лет назад. Проект разработали сотрудники Комитета охраны природы совместно с властью города. Есть природоохранные мероприятия, которые будут выполнены, будут работы выполнены и по инженерным сетям, где проводить будет. Но перспектива, там не только будет пляж, там зона отдыха, можно так ее назвать, круглогодичного использования. Там и будет и малый бизнес, торговля и услуги, да, и квадроциклы планируем. А в зимнее время открытый каток. Алданский проект был одобрен в Якутске и представлен на рассмотрение на федеральный уровень. Работы на озере, безусловно, начнутся, однако пока о каких-либо сроках говорить рано. Мы прошли этапы, разработали проекты, да, подали на Россию. В этом году, к сожалению, мы при рассмотрении не попали, там есть небольшие доработки, но это все-таки федеральный уровень, да. И надеюсь, что все равно мы будем эту территорию благоустраивать. Очистка водоема и благоустройство прибрежной территории составляют лишь часть объема работ, кое необходимо выполнить. Деятельность близлежащих предприятий должна быть приведена в соответствии с природоохранным законодательством, а его нормы, к сожалению, нередко игнорируются. К мысли о том, что озеро не является местом свалки, предстоит привыкнуть и гражданам. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом пока все. Берегите себя.